Добрый день, приветствую вас на нашей открытой беседе Public Talk. Говорим сегодня о приемной кампании в Башкирском государственном университете, в самом лучшем университете республики. Сегодня обсудим новшества нынешней приемной кампании. В Башкирском государственном университете приемная кампания стартовала с 18 июня. И вот уже стартует завершающая неделя приема документов на бюджетное обучение, на бакалавриат и специалитет до 29 июля. В магистратуре есть чуть больше времени, до 10 августа. Поэтому сегодня мы пообщаемся не только с ректоратом, так скажем, вуза, но и с теми, кто поступает только в Башкирский государственный университет. Сегодня я, Альбина Хайруллина, будем разбираться в особенностях нынешней приемной кампании в условиях пандемии. Так, представляю гостей студии. Азат Булатович Галимханов, проректор по учебно-методической работе БашГУ. Добрый день. Здравствуйте. Начальник отдела организации приема и профориентации БашГУ Зульфия Индусовна Сагиддинова. Добрый день. И народный артист Республики Башкортостан Здравствуйте. Анвар Нургалиев. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у нас оказался в студии народный артист республики, мы узнаем чуть позже. Азат Булатович, в чем особенность нынешней приемной кампании? Вот в условиях коронавируса что-то поменялось кардинально? Добрый день. Действительно, в современных условиях, в условиях пандемии, значит, следующее у нас новшество. То есть предоставлена возможность подачи студентов документы через электронную систему. В первую очередь это подаются документы через суперсервис «Поступай онлайн». Второе, через информационную систему Башкирского госуниверситета. Третье, это очный формат подачи документов. И четвертый, Почта России. Мы проанализировали статистику, я могу вам сказать, что, в принципе, примерно большинство заявлений подаются через информационную систему нашего университета. Далее идет очень большое количество заявлений очный формат и несколько меньше через суперсервис онлайн. Ну вот мы обращаем внимание, что с удовольствием абитуриенты и родители приходят подавать документы, потому что они здесь, во-первых, задают вопросы, они хотят посмотреть на наш университет, хотят посмотреть лаборатории, пообщаться с преподавателями и, может быть, в последний момент определиться или поменять то или иное направление подготовки. Такое тоже бывает, что в последний момент поменялись? Очень часто бывает такое, и тем более, смотрите, еще одно из новшеств, абитуриент может подать на 10 направлений подготовки. То есть, соответственно, он пришел с мыслью, например, подать к физикам, походил, и вдруг ему захотелось инженером стать. Он продает... Вдруг стал лириком. Лириком, да, у нас есть такие прецеденты, которые подают и на историю, и на математику, и на языки, и на инженерный факультет. То есть 10 направлений подготовки, и, пожалуйста, любое направление выбирают. Есть ли уже, Зульфия Индусовна, какие-то цифры, сколько на сегодняшний день поступило заявлений, заявок? Ну, вообще заявлений, вот последние вчера нам дали цифры свыше 23 тысяч заявлений. Это весь БГУ. Мы не забываем, что у нас помимо главного вуза есть филиалы. Поэтому даже обращаю внимание в продолжении речи Азат Булатовича, что 10 направлений, включая филиалы. То есть, например, выбираем направление филология. Она есть у нас и в нашем филиале, и в главном вузе, и в Бирском, и в Стерлитамак, Сибайском филиале. И всегда это будет одна филология. То есть одно направление, при этом может участвовать в конкурсе во всех наших структурных подразделениях, что очень расширяет шансы. И туда же относится, все равно это будет одно направление, если он выбрал и платное, и бюджет, и очное, и заочное обучение. То есть само заявление может выглядеть из действительно большого количества выбранных направлений, что увеличивает шансы поступить на бюджет и наконец-то определиться. Может, человек недалеко живет от Стерлитамака, ему проще будет учиться в Стерлитамаке, да, и пройдет он на бюджет. Что еще, какие цифры? Ну, опять-таки, из 23 тысяч большинство это подано через личный кабинет. Чуть меньше это, как сказалось, было лично, но тем не менее они вот буквально идут наравне. Вот. 600 с лишним заявлений это подано через портал госуслуги. Вот. И всего 4 заявления подано Почтой России. Но все-таки мы понимаем, что век компьютерных информационных технологий все предпочитают работать через интернет, нежели чем через Почту России. Ну, мы сейчас еще детально обсудим. Анвар, как вы оказались в этой студии? Неужели вы решили завязать на карьере артиста и вот поступить учиться на лирика? Башкирский государственный. Нет, вообще, если честно, я закончил Юматовский колледж по юриспруденции. Я хотел дальше его продолжить, жена супруга. Потерянный юрист. Да, возможно так. Никогда Но очень поздно. у меня не получилось. Вот сын мой закончил 3-й курс, дочь моя собирается, сейчас она перешла в 10-й. Она тоже собирается в БГУ, конечно. У нас никакого выбора не стояло, мы сразу думали, вот я определил сына в БГУ. Вот обратите внимание, у Анвара, несмотря на то, что он такой молодой, красивый, у него уже есть дети взрослые, которые учатся
университете. Наверное, не все об этом знали. Ну, возможно, знали, наверное, все знают. Анвар, приходите, у нас приемная компания в самом разгаре. Будете учиться вместе с дочкой. Да, учитесь Ну, на юриста. Вообще у меня, конечно, были, реально были у меня такие планы продолжить учебу, высшую в этом плане. Но вот сейчас из-за того, что плотный график, и я физически не смогу. Ну, Если думает, только что думает. если Сейчас только- дистанционное А обучение. вот. Да. Ну, наверное, Индивидуально образовательная траектория. возможно, но я, может, даже и решусь. Сколько специальностей сейчас в Башгу, вот помимо юристов, наверное, по двоению времени они добавляются, что-то смотрите, убирается. Да, в головном вузе у нас более 250 направлений подготовки. Это бакалавриат, специалитет, магистратура. Вместе с филиалами их более 450. Действительно, мы не стоим на месте, мы все время отслеживаем наиболее интересные и конкурентоспособные образовательные программы. И каждый год мы лицензируем, там, скажем, 20-30 образовательных программ. В этом году мы лицензировали 23 новые образовательные программы. Здесь они различный спектр. Здесь у нас и по математике дополнительные программы, геодезия. Дальше социально-гуманитарные направления у нас есть, информационные технологии дополнительно. То есть мы, учитывая, что мы классический университет, многопрофильный, мы именно развиваемся в различных направлениях и постоянно обновляем наши программы с тем, чтобы выпускник мог пойти на наиболее конкурентоспособную образовательную программу. Мгм. То есть это что-то прям кардинально новенькое. Это либо кардинально новенькое, либо это берется срез нескольких образовательных программ и что-то наиболее драйвер, наиболее самой приоритетной программы выстраивается из существующих. Вот. То есть это вот таким образом. Спрошу тогда, вот уже же есть цифры, на какие специальности больше всего поступило заявлений? Где самый большой конкурс, где меньше всего шансов поступить на бюджет? Ну вот Анвар уже знает, видимо, где самый большой конкурс, это юриспруденция, действительно. Ну, во-первых, мы действительно один из ведущих вузов в Башкирии по юридической направленности, 70 лет, и это юрообразование высшее у нас начиналось, это экономисты. Если брать технически, не отстают информационные технологии, у нас есть несколько направлений, это прикладная информатика, математика, это математическое обеспечение информационных систем, там тоже очень большой серьезный конкурс, потому что мест не так много, в принципе, бюджетных, и ребята все хотят туда попасть. Филология прикладная и лингвистика, это переводоведение, одно из популярных направлений, пользуется. То есть у нас все сферы так вот. Государственное муниципальное управление, безопасность информационных систем в правоохранительной деятельности стала популярна в последнее время. Информационная безопасность, то есть среди инженерных направлений это материаловедение очень популярно. И вот магистратуру в этом году мы открыли, управление качеством тоже. Все интересовались уже год назад, в прошлом году, когда вы откроете магистратуру, и ребята хотят идти туда. Ну, еще бы добавил, это программа биогенетика. У нас очень популярно используется. Биотехнологии, химические направления. То есть большой спектр программ, которые действительно пользуются популярностью То абитуриентов. есть БГУ всегда впереди планеты Абсолютно, всей. конечно. Я предлагаю вам тоже присоединяться к нашей беседе, отправляйте свои вопросы, и мы обязательно озвучим их в эфире, и вы прямо сейчас получите на них свои ответы. Всем всегда хочется получить высшее образование бесплатно. Много ли бюджетных мест? Как вообще количество их в этом году увеличилось, уменьшилось? В целом, по университету с филиалами у нас примерно 3200 бюджетных мест. Это где-то на 10% больше, чем в прошлом году. Вот. В головном вузе их порядка 2000 бюджетных мест, в том числе и по бакалавриату, и аспирантуре, и магистратуре. В принципе, по республике это самое большое количество бюджетных мест в нашем вузе. Угу. Ну, вот я недавно узнала о том, что, оказывается, на факультете журналистики бюджетных мест стало очень мало. Да, да. К сожалению, действительно есть направление подготовки, и зачастую страдает именно социально-гуманитарный блок. Ну, тенденции такие. То есть большинство мест выделяется именно на IT-направление, на химию, биологию, на инженерные специальности. Соцгум немножечко проседает в этом плане. И действительно, на журналистику в этом году у нас, по-моему, вообще нет бюджетных мест. Да, вообще нет бюджетных мест. На следующий год нам выделено на эту укрупненную группу, куда входит, кроме журналистики, еще издательское дело, реклама, связь с общественностью, 15 всего бюджетных мест. К сожалению, да, это такие современные тенденции. Ну, поэтому здесь предлагаем платные места. Сколько стоит платное обучение в Башкирском государственном университете? В среднем, значит, бакалавриат где-то от 110 до 125 тысяч рублей в год стоимость обучения. Дальше предусмотрена рассрочка платежа, то есть четверть, надо 4 четверти по 25% абитуриент может оплатить. И если совсем тяжелое финансовое положение, мы предоставляем возможность и помесячной рассрочки. Кроме того, есть очень хорошая финансовая программа, образовательный кредит,
который предоставляет сберегательный банк, Сбербанк, по соглашению с Министерством науки и высшего образования. Там очень хорошие льготные условия, в том плане, что основной долг выпускник погашает только после окончания вуза, когда уже устраивается на работу. В период обучения он погашает проценты, процентная ставка там небольшая, где-то 3-4%. То есть достаточно хорошие льготные условия. Все для того, чтобы ребенок получил Да, высшее да. образование. И мы понимаем, что если действительно очень тяжелое положение, мы делаем рассрочки полугодовые, иногда даже годовые рассрочки делаем. Ну, стараемся идти навстречу студентам. Мгм. А будет ли меняться обучение на коммерции? Стоимость имеете в виду? Да, в стоимости в этом году. Нет, в этом году мы уже стоимость установили. А на последующие курсы стоимость может быть увеличиваться на процент инфляции. Где-то примерно 4%. Но в середине года цена Нет, не нет, изменится. нет, да, неизменная так что? цена. Цена не Вот в изменится. прошлом году сохранилась та же цена, что и в прошлом году, то есть уже 2 года подряд сохраняется цена на первый год обучения такая же, как и была, то есть независимо от инфляции. Это была, конечно, и просьба федеральных властей, министр обращался к вузам, особенно в период пандемии в прошлом году, и в этом году тренд сохранился. Вот. Еще хотела бы добавить, что вот в плане журналистики действительно там нет бюджетных мест, и там идут высокобальники, ребята очень хотят учиться, и для таких высокобальных у нас предусмотрены скидки. То есть если ребенок приходит со средним баллом ЕГЭ 67-69, 5% скидка, если 70-79, 10, а если 80 и выше, там 15% скидка от стоимости обучения. Мгм. Анвар, почему Башкирский государственный университет? И вот вы знаете, на какой балл ваша дочь написала ЕГЭ? Она 9 только закончила. 9. Волгоград. Да. А сын ЕГЭ сдавал балл, помните? Так. Если я не ошибаюсь, там 300 чем-то, что ли, было. Не знаю, не помню. Я же Если на история гастроли. вернется вправо, Мама значит, точно она знает. Почему Башкирский государственный университет? Ведь возможности выбора большой. Ну, во-первых, само название себе говорит, тем более юриспруденция у нас уже 70 лет, да, один из первых юридических. Сначала мы подумали про школу МВД, но все равно у меня выбор пал сюда, потому что, ну, все-таки вот даже само название говорит за себя, Класс. да, и очень много, скажем, профессионалов отсюда вышли. Ну, Башгу это Башгу. А дочка куда планирует? Дочь, она сначала, вот мы планировали, она медицинский, потом перейдет, сейчас она хочет тоже юриспруденцию. Она у меня такая волевая, что-то она выбирает юриспруденцию тоже. А там и За папа братом. пойдет. Там и папа пойдет. А где можно с полным списком специальностей БГУ ознакомиться? Вот есть какой-то портал, куда зашли детально с мамой, с папой, сели с бабушкой, все профессии на себя примерили и решили уже нести документы именно вот сюда. Да, совершенно верно. У нас есть на нашем сайте в разделе абитуриентам прямо выложено в текстовой форме перечень направлений подготовки, по которым абитуриент может обучаться, количество бюджетных мест, количество целевых мест, количество мест для лиц, имеющих особые права. На этом же портале располагаются различные индивидуальные достижения. То есть все на нашем сайте размещено. Можно сесть и выбрать те направления подготовки, куда ты можешь поступать. Как сейчас вообще происходит, так скажем, приемная кампания? Как она работает? Вот в мое время, в далекое, так скажем, мы сдавали экзамены. Ну, я проходила собеседование. Мы ждали этих экзаменов. Сейчас ЕГЭ сдал, принес документы, цифры вот эти, и все. И ждешь дома. Да, на самом деле нам нужно всего 3 документа от абитуриента. Это паспорт, СНИЛС при наличии и документ об образовании, аттестат. Даже результатов ЕГЭ мы не просим от ребенка, потому что результаты ЕГЭ автоматически подгружаются от федеральной информационной системы, которую размещает Министерство образования, соответственно. Вот он даже может не знать. У нас прием документов начался с 18 июня, ЕГЭ тогда не все были сданы, а мы принимали принимали документы, потому что имеет право подать документы, а результаты ЕГЭ будут подгружены автоматически. Вступительные испытания у нас сохраняются для творческих профессий, которые вы сдавали, вот журналистика, в частности, есть педобразование, филология, есть 3 творческое испытание, есть вступительные испытания могут сдавать лица, которые имеют базовое среднее профессиональное образование, как Анвар, кстати, будет сдавать Лаберса у нас. Соответственно, вступительные испытания по тем же общеобразовательным предметам, которые 11-классники ЕГЭ сдавали, либо иностранные граждане, поскольку, соответственно, они не могут сдать у нас ЕГЭ, и наши граждане, которые обучались за рубежом, сдают у нас, и лица с ограниченными возможностями. Еще лица, закончившие по программе второго высшего образования, поступают, и магистранты.
Мгм. Ну вот сейчас мы же понимаем, да, что те ребята, которые сейчас поступают в Башкирский государственный университет, диплом они получат совершенно другого вуза, мы еще даже не знаем какого, да, объединенного большого вуза, крутого, мега крутого. Ну, на самом деле, пока это еще вопрос в стадии обсуждения, в стадии как бы подготовки документов. На самом деле мы не знаем в итоге какой будет вариант. То есть тут два варианта. Либо это будет действительно большой, мега крутой вуз, то есть объединенный с Уфимским государственным авиационно-техническим университетом. И, кстати, по названию вы правильно говорите, мы как раз сейчас думаем над названием нового университета. И дело вот в чем. Когда мы говорим об объединении либо реорганизации двух вузов, мы говорим не о том, чтобы просто механически соединить два вуза. Это никому не интересно. И, как говорится, соединив два вуза, мы не получим того эффекта без дополнительных каких-то усилий. Мы говорим о том, что два вуза объединяют свои научные школы, объединяют свои передовые образовательные программы с тем, чтобы уже новый вуз стал топовым вузом, конкурентоспособным на российском и на международном уровне. То есть, еще раз говорю, вот мы сейчас готовим совместную программу заявку для участия в конкурсе «Приоритет 2030». Действительно, мы ее готовим совместно с коллегами из Уфимского авиационного университета. И вы знаете, вот за этот месяц научные коллективы настолько познакомились и перемешались друг с другом, и мы нашли дополнительные точки соприкосновения. Все хотят работать вместе уже. Даже не то, что все хотят работать вместе, все понимают, как можно достичь новых успехов. И если мы будем развивать, двигать совместно науку, за наукой подтянется образование, это повлечет собой улучшение качества образования. А что нужно абитуриенту и студенту? Чтобы работодатель мог сказать: слушай, ты закончил крутой вуз, неважно, как он называется, с качественной наукой, с качественным образованием, все, идем на работу, я тебя беру на работу. Поэтому, уважаемые абитуриенты, не нужно бояться вопросов объединения нас с авиационным университетом. Самое главное, что в любом случае вы получите качественное образование в нашем или в объединенном вузе. Будут только круче. Перейдем к вопросам. Вот спрашивают, сколько раз можно подать заявление о согласии на зачисление в Башгу? По правилам федеральным не менее 2 раз мы установили в пользу абитуриентов 10 раз. Вы можете подать согласие, то есть подали на одно направление, согласились, поняли, что на второй вы проходите, соответственно, отзываете первый, подаете второй. И так 10 раз можно. До 11 августа для бакалавров, для лиц, поступающих на бакалавриат специалитет. Если я не прохожу на бюджет, могу ли я подать заявление на поступление на платной основе? Как это происходит? Конечно, изначально можно сразу выбрать в заявлении и бюджетную основу, и платную. Если же выбрали только бюджет, то, соответственно, у нас до 28 августа принимаются заявления на платную основу, очная форма и очно-заочная форма обучения. То есть остается еще очень много времени после того, как человек понял, что в приказ на бюджет не зашел. Соответственно, он подает заявление на платную основу. Сейчас очень многие интересуются, берут ли непривитых. Анвар, вы привились? Я собираюсь, я еще не успел. Ну надо, потому что мы же по России выступаем, поэтому надо. Да, и на концерты же должны прийти только привитые все, а вы Конечно. должны подать Тем более, привет. если я должен первый. Нет, в настоящее время для посещения университета, для подачи документов не требуется ни сертификата о прививках, не требуется сдача ПЦР. А вот уже когда поступите... А вот когда уже поступим, тогда будем смотреть, да. Действительно, есть рекомендации Министерства науки и высшего образования для всех вузов России, например, заселять в общежитие вакцинированных студентов. Поэтому, уважаемые первокурсники, если вы планируете жить в общежитии, это не важно в каком вузе, в нашем или в другом вузе, пожалуйста, будьте готовы к тому, что у вас спросят справку о вакцинации. Но для подачи документов ничего не требуется. Мгм. Предоставляется ли общежитие, вот как раз таки вопрос, иногородним, какие документы нужны для этого? Да, вы имеете право заявить о нуждаемости в общежитии. Естественно, есть специальная галочка. Мы обрабатываем такие заявления. Какие документы? Документы, другой перечень размещен на сайте. Вкратце это заявление, это справка о составе семьи, справка о наличии любых льгот. То есть есть льготы при поступлении, а есть льготы при зачислении. Это многодетная семья и тяжелое финансовое положение, которое подтверждается справкой о доходах. И, например, 2 детей и оба учатся, да, соответственно, на коммерческой основе, соответственно, тоже в пользу говорит того, что мы должны облегчить условия родителям и предоставить общежитие. Поэтому, пожалуйста, подаем документы и будем решать вопрос. Про новое общежитие. Да. У вас скажите. новое общежитие.
которого мы так ждали, Да. когда еще мы учились. Да не говорите-ка, действительно, наконец Кому это достанется, кстати? мы построили новое общежитие на 560 мест напротив главного корпуса. В Очень самом удобно. элитном районе. В самом элитном районе. Перешел дорогу, и ты уже в университете. Мы предполагаем его, вернее так, предоставить высокобальникам студентам. Студентам нуждаемся в общежитии и на конкурсной основе тех, у которых высокие То есть не баллы. будет подразделения на факультеты биологи, географы? Вот мы как раз сейчас определяемся, два варианта. Либо мы делаем квоту по каждому факультету, и опять-таки для высокобальников, либо делаем общий список высокобальников. В любом случае, мы в первую очередь как раз и планируем дать высокобальникам. Но это не означает, что проживающие в общежитии мы хотим сделать таким образом, чтобы для того, чтобы в это общежитие проживали и дальше принцип ротации. То есть занимаешься хорошо наукой, спортом, пожалуйста, через год. Общежитие одаренных детей. Да. А так, в целом, мы действительно и другие общежития мы постоянно ремонтируем, реконструируем. То есть условия проживания достаточно комфортные. Поэтому я думаю, что родители можете смело отправлять своих детей в наше общежитие. Анвар, вы жили в общежитии? Конечно. И что вот помните из студенческих будней? У вас не воровали мясо из кастрюли? У нас да, и мясо с кастрюли, и вместе с кастрюлей все воровали. Это студенческие годы, это самый, тем более общежитие, это самый такой вот запоминающий в жизни любого молодого человека. Это просто, это вообще другой мир такой. Я вот с трепетом вспоминаю эти годы. Я и когда мы же поженились в общаге, прожили, мы, повидали мы все. Но самое вкусное для студента это общежитие, конечно. А сына нет желания, вот, чтобы прошел школу жизни в общежитие заселить? Ну, я думаю, мой сын пока не понимает, что это такое. Хотя общежитие Института права находится прямо во дворе, рядом с институтом, и Опять там же, буквально подталкивает. ближе. Все под Чем контролем. Чем Да. ездить с Демой? Конечно. Теперь вы знали, где живет наша республика. А какие еще бонусы есть для одаренных абитуриентов? У нас есть отдельная программа поддержки для олимпиадников. Так, например, победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, у них предусмотрена ежемесячная стипендия в размере 50 тысяч рублей в течение первого курса. Для победителей и призера перечневой олимпиады предусмотрена стипендия в размере 30 тысяч рублей в месяц. Ну и кроме того, предусмотрены повышенные стипендии для высокобальников от 3 до 10 тысяч рублей. Предусмотрены скидки для высокобальников, вот как Зубянин сказал, от 5 до 15%. Кроме того, во время обучения наши студенты за особые достижения могут претендовать на получение повышенной академической стипендии. Ну, например, в этом году ее размер составлял от 5 до 20 тысяч рублей. Это 1087 рублей составляла моя стипендия отличника. Идемте к нам, поступайте. А победители Олимпиад, золотой значок ГТО, это же тоже дает, да, дополнительный плюс при приеме? Да, золотой значок ГТО, кстати, один из самых популярных индивидуальных достижений. Я очень горжусь нашими учениками, потому что это же не просто получить этот значок. Это 3 балла индивидуальных достижений. Единственный нюанс, и обращаю внимание абитуриентов, мы даем эти 3 балла для тех, кто соответствует возрастной категории. Сейчас золотой значок же по ступеням. Соответственно, вот классический вариант это 5-я ступень от 16-17 лет к нам приходит. Если абитуриент было 16 или 17 лет, либо в прошлом году, в 2020, либо в 2021 году. И поэтому, если, например, ребенок сдал 18 лет, в 17 лет ему был в 2017 году, к сожалению, засчитать ГТО мы не можем. Это федеральные правила, поэтому обращаю на это внимание. Второй по популярности, точнее даже первый, наверное, это аттестат с отличием. Или золотая, серебряная медаль. Это 5 баллов индивидуальных достижений. Тоже они идут наравне с ГТО. Волонтерская деятельность сейчас тоже в преференции, но обращаю внимание, что не просто любая волонтерская деятельность, побыл волонтером, книжку завел и тебе баллы даются, к сожалению, нет. Опять-таки федеральные требования, не менее 2 лет должна быть осуществлена волонтерская деятельность и 100 часов за календарный год. То есть вот один раз в год сходить куда-то, к сожалению, недостаточно для признания индивидуальных достижений. Ну, сейчас в республике столько форумов проходит, прям работай волонтером, Да. зарабатывай У нас себе очень баллы, много, да? которые подтверждают по 100 и больше часов. Наши студенты на расхват на волонтерские мероприятия, бесконечно. Верю, ваши студенты, выпускники везде на расхват. Спасибо. По 150 тысяч премии пообещал глава республики 100-бальникам, те, которые выберут вузы республики, в том числе и Башкирский государственный университет. Вот видите, уже среди тех, кто сдал документы, есть вот эти претенденты на 150 тысяч? Да, и вот буквально вчера к нам пришел выпускник Сапсилиловского района, подал оригинал документов, хотя они Всё, даже уже не решил. требуются, да, уже решил.
на факультет наук о земле и туризму, он 100-бальник по географии, мы очень рады ему. Вот, еще ждем ребят, потому что приходили уже, разговаривали, с Азат-младшим встречались и рассматривают Башкирский государственный университет. Вот, поэтому Там- помимо этих 150 им будет наша стипендия еще обязательно, и, опять-таки, индивидуально образовательная траектория. Ну, вот приходили, значит, собираются или подали, вернее, документы уже на факультет романо-германской филологии, вот, подали на филологию еще, то есть, да, 100-бальники есть, и вот подтверждение слова Финдусовна, действительно, мы стараемся потом, ну, с высокобальниками, если это им интересно, с тем, чтобы они дальше занимались, в том числе, научными проектами, то есть, чтобы не стояли на месте, а развивались, Мгм. и мы готовы им предоставить эту возможность. Мы уже заговорили о стипендии. Эдвард, помните свою стипендию? Сколько она составляла и Вот на я- что ее хватало? Вот я сидел и думал, по-моему, если я не ошибаюсь, это где-то или 65 рублей, что-то такое было там, не помню. Я был хорошистом, я не отличником. Отличником не был я никогда. На что ее хватало, этой стипендии? Ну, Девочек в кино сводить хватало? наверное, вот. Потому что в деревне в то время денег не было. А родители пенсионеры были. Поэтому, ну, я не знаю, нам было всегда интересно учиться. И этого хватало. Главное, чтобы энтузиазм был такой, желание было. Везде можно учиться. Мгм. Там есть маленькая стипендия. Ну, а сейчас времена другие, конечно, стипендии надо побольше, тем более, если такие гранты там по 150 тысяч, я же готов стать просто студентом. Юридический Можно дать факультет. тебе на 100 баллов. Вот это я, конечно, не обещаю. Вот еще вопросы. Можно целевое обучение? У вас есть целевое обучение? Да, у нас есть целевое обучение, у нас порядка 500 мест по всем образовательным программам выделено целевое обучение. Значит, и, кстати, очень хорошо, что спросили, уважаемые абитуриенты, у нас целевые места не заполнены, пожалуйста, вы можете до 29 июля, кто поступает на бакалавриат, и до 10 августа, кто поступает на магистратуру, представить договор. Договор заключается с администрацией, с государственным муниципальным гуманитарным предприятием, с иными организациями, учреждениями, ну, государственным назовем так. Вот. И для поступления вы представляете копию договора о целевом обучении двухстороннего между вами и заказчиком. Вы участвуете в отдельном конкурсе. И, кстати, зачастую конкурс в большинстве своем случаев по целевому ниже, чем по общему конкурсу. Поэтому вы с количеством целевых мест можете ознакомиться на сайте. Их в среднем где-то 10-20%. На некоторых программах даже 20%. И вот, то есть, пожалуйста, вы можете по всем программам представить. И есть реальные шансы поступить по отдельному конкурсу по целевому приему. Если возникают вопросы по целевому приему, у нас еженедельно проводится консультация с юристом приемной комиссии в Zoom. Одна неделя, вторая неделя очно. Расписание консультаций с юристом приемной комиссии на сайте абитуриента размещено. Пожалуйста, подключайтесь. Там есть его телефон мобильный, задавайте вопросы. Он вам подскажет, как оформить договор и с кем можно заключить этот договор. И вот вопрос. Можно ли заключить договор на целевое обучение с главой КФХ? Сельско-фермерского К хозяйства? сожалению, нет, потому что КФХ это является индивидуальным предпринимателем. Он не подпадает под категорию лиц, заказчиков, с которыми можно заключить договор о целевом обучении, о целевом приеме. Наверное, один из самых популярных вопросов. В этом году обучение будет в онлайн или в офлайн формате? На что рассчитывает вот Анвар? Да, давайте. Нет, это ответьте. Мне лучше оффлайн, что пусть ходит на занятия. Но мне это больше по душе. Хотя им больше по душе онлайн. Мгм. У компьютера. И не Да. ругают родители, И не что ругают сидит у родители, компьютера. да. Я занимаюсь. Да. Действительно, значит, мы ждем, как будет складываться эпидемиологическая обстановка. То есть мы готовы к обоим вариантам, и к очному обучению, и к дистанционному формату обучения. Ну, поживем, увидим. Ближе к 1 сентября станет ясно, в каком формате мы будем продолжать обучение. Наверное, не смотрели начало нашего эфира. До какого числа можно подать деньги на бакалавриат? Да. Наверное, документы на Я бакалавриат. думаю, И- что заплатить. и заключить договор. Да. Да. Согласие зачисления на платной основе мы принимаем до 30 августа. Соответственно, в любой момент до этого и после 30-го, получается, до 31-го буквально один день есть заключить договор. То есть это не означает, вот сегодня мы подали документы, у нас есть баллы ЕГЭ, пожалуйста, мы идем, заключаем договор и оплачиваем 25% от годовой стоимости. Мгм. И ждем приказа. Приказы на платное обучение у нас потихоньку выходят по мере комплектования.
Кстати, приказ о зачислении раньше же висел такое табло бумажное, бесконечное на Да, я улице. помню. Дерешься, Прям такой. идешь в стороны, пробираешься, ищешь свою У вас тоже фамилию. голубой стенд был такой, да? Голубой Да, стенд был. он до сих пор у нас есть. Помню. Как сейчас происходит? Ну, Такого я не вижу сейчас. нет. Я Сейчас- с работы не вижу, чтобы в августе толпились Нет, студенты. нет, и конечно, искали. сейчас век информационных технологий. Мы все приказы будем размещать, и мы обязаны размещать на сайте нашего университета. Вот, то есть любой абитуриент может увидеть свою фамилию на сайте университета. Кроме того, у них будет появляться информация в личном кабинете дополнительно. В первую очередь, конечно, информационная на сайте. А если они подавали через госуслуги, им не придет вообще на госуслуги? Сейчас даже отключение горячей воды приходит Да. на Ну, госуслуги. ссылка о поступлении, по-моему, нет такой функции. Нет. Приказы госуслуги это уже размещаем на сайте. Отдельная вкладка будет на госуслуги. Нет. Отметки о том, что вы поступили, такой пока нет. А вот этого стенда, его вообще даже нет, он просто раритет музейный. Нет, стенд у нас стоит внизу. А все-таки вы Да. вывешиваете? Нет, правда? приказы мы не не вешаем. размещаем. Просто сам по себе есть Всё это стенд. ушло Да. в прошлое. Да. Приказ не вывешиваем уже все. Еще один вопрос. Когда будут дополнительные волны поступления? Значит, в этом году, вот, кстати, тоже новшество, в отличие от прошлых лет, в этом году зачисление идет только одна волна. То есть зачисляется сразу одной волной, но есть нюанс. Если, например, произошел недобор, либо после зачисления студент отчислился, то мы имеем право объявить дополнительный набор. Вот, дополнительный набор уже сроки устанавливаем мы самостоятельно, ну, разумные сроки, чтобы абитуриенты могли заново подать документы, вот, если это выпускники колледжа, заново сдать экзамены. Обычно доп. Набор где-то в течение 2 недель, 2 недели после окончания. Но это, еще раз говорю, в тех случаях, когда студент отчисляется, либо недобор, либо еще много ситуаций в прошлом году было двойное и тройное зачисление. Очень много выпускников зачислилось по всей стране в несколько вузов одновременно. И в течение августа-сентября их производилось определенное, ну, скажем так, их искали, производилась чистка, списки спускали на вузы. Мы искали двойные и тройные зачисления, связывались со студентами, абитуриентами, отчисляли у себя, или другой вуз отчислял у себя, и на освободившиеся вакантные места объявляли дополнительный набор. Вот ведь какая. Раньше приезжали, искали свои фамилии, сейчас вуз сам ищет тебя и зовет на учебу. Я вам могу больше сказать интересную историю. В прошлом году один абитуриент поступил к нам в нефтяной и авиационный университет. Мы ему позвонили в августе. Ты где будешь учиться? Ну, я еще думаю. Понимаете, уже 1 сентября завтра, а он еще думает, в каком из 3 вузов И будет тут учиться. случилась психология. Ну, потом, да, там обучается психология, да. Где сейчас обучается этот абитуриент? В Башкирском У государстве? нас остался, да. Конечно, иначе бы эту историю бы не рассказывали. Нет, конечно, нет. Да. Вот тут в топ вопросов вырывается. Если есть 3 обязательных ЕГЭ, по одному из них минимальный порог не прошли. Мгм. Наверное. Да, есть такая ситуация, много таких ситуаций. Во-первых, те студенты, абитуриенты, которые не сдали 3-й ЕГЭ. Во-вторых, те абитуриенты, которые, сдав ЕГЭ, в последний момент передумали и понимают, что они хотят на другую специальность поступить, а набор ЕГЭ им не позволяет этого сделать. Значит, вот как раз уникальная особенность нашего университета, то, что многообразие наших образовательных программ позволяет ему найти ту программу, на которую он может поступить при существующих условиях. Например, если он не сдал одной ЕГЭ, у него есть 2 ЕГЭ. У нас в нашем вузе и в филиалах есть программы, где абитуриент поступает, предоставив результаты 2 ЕГЭ, и 3-е творческое вступительное испытание, либо иное вступительное испытание. Он зачисляется на эту программу подготовки и учится по этой программе подготовки. Если же, например, абитуриент поменял программу подготовки, и у него не хватает ЕГЭ, мы ему предлагаем поступить с выбранными ЕГЭ на то направление, куда ему позволяет ЕГЭ, а далее он уже имеет полное право, и мы его в течение 1-го семестра, практически сразу же с 1 сентября, переводим на ту выбранную программу, на ту программу, которую он теперь захотел учиться. Либо, например, я с недостающим ЕГЭ поступил на одну программу, и потом мы его также переводим. И поэтому для решения этих вопросов, уважаемые абитуриенты, уважаемые родители, пожалуйста, у нас еженедельно проходят теперь уже встречи с деканами. Подойдите к декану, подойдите в приемную комиссию, озвучьте свою проблему, и приемная комиссия подберет наиболее лучший вариант решения вашего вопроса. То есть вот так можно прийти и декана Конечно. сразу увидеть. Да, деканы мы проводим. У нас каждую неделю прелесть. в очном формате, а 1 неделя в дистанционном формате. Да, деканы у нас дежурят и вот эти вопросы отвечают. Пожалуйста. Раньше мы их видели только после поступления. Нет. У нас график дежурств. На сайте вы можете увидеть, укажет график дежурств. Ну вот обучение в университете это же не только сама учеба, лекция, да, это же еще какая-то студенческая другая жизнь. Вот как вы можете заинтересовать для самореализации, какие возможности ваш вуз дает для абитуриентов, для студентов? А может вот, А да.
Кому есть что ответить? Да. Может, как Ну, они вот начнем с того, что где мы с вами находимся. Медиацентр Башкирского государственного университета. Это возникло, кстати, не сверху, это возникло снизу. Это была инициатива как раз студентов факультета башкирской журналистики. Необходимо, Журналистов, которым не дали бесплатные места. которые хотели реализовывать свои творческие какие-то идеи уже во время студенчества. И Мгм. действительно, у нас замечательно Студ ТВ работает, замечательно ребята, то есть у нас есть такое направление. Куча творческих коллективов, известный наш ансамбль Ирандек, который уже известен не только в России, но и за рубежом. Ансамбль русской песни Таусень, то есть театральные студии, спортивных секций 20 с лишним. Только, в принципе, мы можем заниматься и для своей общей физической подготовки, и развивать дальнейшие свои спортивные навыки. Поэтому, мне кажется, и петь, и плясать, и заниматься спортом, и в прямом эфире что-то рассказывать, университет предоставляет всем возможности. Манвар, что думаете? Ну вот коллективы есть музыкальные, песни, пляски, Кстати, вот, танцы. девочки с Арандека у меня тоже танцевали на концертах. Даже. Это было, правда, очень давно, лет, наверное, 7-8 назад. Но они реально профессионалы, очень нравятся. Ну, наверное, я перейду к вам, мне очень понравилось. Спустимся на этаж и подадим документы. Много ли иностранцев, кстати, в ВУЗе? Знают ли о Башкирском государственном университете за рубежом? Да, у нас примерно обучается где-то 800 иностранцев. По республике мы третий вуз. Вот, по количеству иностранных студентов. Действительно, у нас в этом году, кстати, новшество, мы открыли 4 образовательные программы именно для иностранных студентов на английском языке. Полностью на английском языке. Она предназначена именно пока для иностранных студентов. Да, действительно, в нашем вузе знают. У нас предусмотрено, они также сдают экзамены. То есть мы проводим встречи с студентами, со школьниками из других регионов. Вот, поступают к нам. У них есть, также они проживают в общежитии. И, кстати, они вот недавно рассказывали, наша команда иностранных студентов по футболу заняла какое-то первое место в каком-то турнире. Вот. Не помню в каком, но они заняли. Да, этот турнир был иностранных студентов, обучающих в Башкирии, А. в Уфе в частности, и вот со всех вузов собрали, и хотя наши молодцы отыграли. И когда у нас проводятся, по-моему, концерты, именно концерты иностранных студентов, это, по-моему, шикарное зрелище. Мы вас позовем, пригласим, и вас пригласим. Я с То есть удовольствием. номера со всех стран практически мы можем посмотреть. Фольклориады БГУ, да? Башгу, да? Да, да, да. Какие языки можно изучать в Башгу, спрашивают зрители. На самом деле у нас очень много вариантов. И говорить, кстати, о факультете башкирской филологии и журналистики, опять-таки, там 10 восточных языков. Это самый широкий спектр, который предоставляет вузы, в принципе. Начиная арабский, китайский, японский, корейский, Персидский был. Турецкий. персидский, да, вот Турецкий. все варианты, которые возможны. И сам студент уже выбирает этот набор, плюс может факультативные. На роман-германской филологии это классика, английский, французский, немецкий, китайский. Теперь у нас уже есть как факультатив, кто-то как обязательно, кто-то как факультатив, потому что очень популярно. Поэтому языки, пожалуйста. И причем по желанию. У нас даже были курсы для польского языка. Просто группа набирается, пожалуйста. Мы изучаем То польский есть язык. преподаватели есть. Да, И испанский, итальянский, Да. такая же ситуация. да. Ну, То есть желающих даже много. дополнительно, пожалуйста, хотите изучить, оставляет заявку, и преподаватель у нас есть. На скольких языках поете вы, Ингар? Я? Тут есть возможность расширить репертуар преподавателей всех языков мира. Я помню на башкирском, татарский, русский. Ну, еще если немного поднапрячься, итальянский смогу. Во. Мгм. А тут вот сколько возможностей. Ну, конечно. Еще один вопрос. Можно ли поступать на платное обучение и потом перевестись на бюджет? Есть ли такие счастливчики? Да, конечно же. Смотрите, значит, любой студент, отучившийся не менее 2 семестров без строек, имеет право подать документы для перевода на бюджетную форму обучения. Для этого обязательно, конечно, должно быть вакантное место, то есть кто-то из студентов-бюджетников отчисляется или мы отчисляем. Каждые полгода мы где-то в среднем переводим человек 30-40 таких студентов по всем направлениям подготовки. Поэтому действительно это реально. Для этого вам нужно учиться на хорошо, а желательно на отлично, потому что бывает на освободившееся вакантное место подают несколько заявлений. Плюс еще общежитие будет. Плюс самое общежитие лучшее, новое. будет, да, плюс повышенная академическая стипендия будет. И для перевода на бюджет, конечно же, дополнительные баллы учитываются. Это публикации, то есть наука, это общественная деятельность, это концерты, это спорт, ну и учеба. То есть вот создает своеобразный портфолио у студента, который он может направить на несколько направлений. И повышенную академическую стипендию, и в общежитие, и перевод на бюджет. То есть, главное, правильно сказали, нужно работать, нужно двигаться, не стоять на месте и развиваться.
Вы же штудировали, наверное, документы. Самый возрастной студент. Вот не помните цифру такую? Вы не стоите правы, кстати. 72 года. 72 года? Да, То есть Анвар еще У него еще много времени. успевает, чуть-чуть несмотря на взрослых детей студентов. действительно, как любви, так и образованию все возрасты покорны, потому что в этом плане никаких возрастных ограничений нет. Пожалуйста, все двери Башкирского государственного университета открыты всем. А вот студент про институт права, который говорю, на самом деле он замечательно оказывал юридические услуги, имея среднее профессиональное образование, но в связи с тем, что сейчас ввели законодательное ограничение на представление интересов в арбитражном суде, только с высшим юридическим образованием он пришел получать высшее юридическое образование, хотя стаж у него работает там выше крыши. Поэтому вот и такие ситуации. И магистратура, да, действительно, магистратура поступает же не только после окончания вуза, там не только ребята, которым 21-22 года, а многие, которые осознанно в 30 лет, в 35 решили получить дополнительные компетенции, дополнительное образование, может поменять что-то в своей жизни, может что-то дополнительные какие-то знания получить. И у нас это, пожалуйста. Вот с Инстаграма Анвар Нургалиев посмотрели вопрос. На второй высший идет инвалид первой группы. Спрашивает, есть ли льготы, хочет учиться в Башкирском государственном университете. Нет, второго высшего нет. Нет, к сожалению, в программе второго высшего образования льгот нету, она касается только программы первого высшего образования. Только первого высшего. Мгм. Ну, а вообще льготы для первого, давайте А, напомним, какие есть для первого. Да, если у нас инвалиды с детства, независимо от группы, инвалиды первой и второй группы имеют право на льготное поступление именно в рамках особой квоты. То есть вот если на целевой выделяется квота, то и для такой группы граждан у нас тоже выделяется не менее 10%, а ВУЗ уже поднимает, мы на некоторых направлениях увеличили это квотирование в зависимости от спроса. Соответственно, в рамках квоты у них свой конкурс, и в большинстве они, естественно, поступают. Главная их задача либо сдать ЕГЭ, а также, будучи инвалидом, они имеют право сдать у нас вступительные испытания. Мгм. Ну, наверное, будем уже закругляться. Напомним, до какого числа мы принимаем документы для магистратуры, для бакалавриата. Значит, бакалавриат, контрольная точка, дедлайн 29 июля для школьников, 24 июля для выпускников колледжей. Это на бюджетную основу. На платную основу для 30 августа для школьников и 24 августа для колледжников и творческих направленностей, специальностей. Для магистратуры 10 августа для бюджета очное и также 30 августа на платную основу 30 августа. И какие документы мы несем с собой для поступления, Документ, помимо знаний? документ об образовании, аттестат или диплом, СНИЛС при наличии и паспорт. Мгм. Документ, подтверждающий личность. Анвар, ну вы еще думаете? Я думаю, у меня есть уже все шансы. Я остался двухлетний пришел, значит, я... Может быть, не обязательно у нас филология, может быть, на филологию. Да, Да. вот, Или язык подтянуть надо будет, английский давайте. Только еще возможностей. Приятно. Да. Мы можем приступить к небольшой так, части? Ну, Да, конечно. да. Ну, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, мы хотим выразить искреннюю благодарность Альбине Адиповне, нашему ведущему, нашему замечательному выпускнику нашего университета. Мы благодарим вас за участие в нашем проекте, за участие, за то, что поддерживаете наш университет. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Через много лет Да, приятно да, да. получить в своем университете. Ну, и мы с удовольствием, да, конечно, хотим сказать большое вам, Анвар Марварович, вот, Спасибо. за будущего нашего студента. Вот. Ну дай бог Да, улыбиться. За будущих двух дочей сам. да, и дочь сам, да, да, да. А потом, глядишь, Спасибо. еще будут. Спасибо. Да. Песню петь не будем, потому что... Песню петь не будем? Или что-то своем про вузовское, про студенчество, Студенческое, про да. общежитие? Что пели в общежитии? Ой, ну я Может, вообще... так на лирической ноте Да, закончить? может, Я в основном подписчики. под гитару пел. Хотя я учился на оперного певца. Не знаю, какие серенады пели под окнами общежития, быть может, вспомнится. Мы там не пели, мы под гитару только Они ставили. учились. Да, Да. они учились. Да. Серенада петь времени не было. Спасибо, что были с нами. Сегодня говорили о приемной кампании в Башкирском государственном университете, в самом лучшем университете республики. Поступайте в Башкирский государственный и смотрите БСТ. Спасибо, что были с нами.